Так, ребята, всем привет! Сегодня у нас такой контент. Решил записать видеоролик по прочистке, промывке топливной форсунки с помощью химии. Вот, в принципе, как бы имеет место быть. Почему? Потому что чем хороша такая промывка? Промывка хороша тем, что не надо снимать никакие форсунки, не надо снимать впускной коллектор, нарушать целостность резинок и все такое. Вот, уплотнительные кольца тоже вот этих форсуночек, они тоже как бы не страдают после этого. То есть все мы моем на рабочей системе, вот, как есть. Но как бы форсунки GDI системы, Везеля конкретно, у Везеля есть насос высокого давления, который выдает там сколько-то, 300 бар что ли, я точно не помню, по мануалу надо смотреть. В общем, у него есть насос высокого давления, насос низкого давления. Топливо поступает в рампу до насоса, получается, с помощью насоса низкого давления. Вот тут идет он с бака, получается, доходит до насоса высокого давления, дальше уже идет впрыск полностью с помощью форсунок непосредственного впрыска, так называемых. Эти форсунки находятся прям в камере сгорания, и от различных там отработанных как бы материалов, ну, когда идет процесс горения топлива того же самого, и если топливо содержит максимальное количество присадок, ну или там присадки какого-то некачественного уровня, да, то эти присадки, грубо говоря, они не догорают или горят и оставляют за собой как бы продукты горения в камере сгорания. Они не выходят у него с помощью своей выхлопной системы, то есть они все остаются там. И их накидывает, получается, поршнями туда, прям на форсунка, потому что находится прямо у него в камере сгорания, прям в поршневой группе. Вот. И таким образом, поездив недолговременное время на якутском бензине, грубо говоря, наш бензин именно такой. Может быть, в других регионах тоже есть такие проблемы, по-любому, где есть плохой бензин, некачественный. В Приморье, допустим, бензин получше будет. У нас вот от нашего бензина эти форсунки очень сильно страдают. Сама форсунка, я сейчас покажу, как выглядит. Они есть различного типа. Есть оригинальные, они идут в пакетах. Есть Тайвань, который идет вот в таких вот коробочках. Вот. По сути, это реплика. Вот. Но суть такая, что работают в принципе и те, и те. Только неизвестно, какое количество работают тайваньские форсунки и какое количество работают, ну, оригиналы, понятно. Но что эту поставишь форсунку, что оригинальную, в принципе, они долго у нас в Якутске не проработают. Почему? Потому что, ну, бензин говно, вот, грубо говоря. И дюза у них вот эта вот, она очень тоненькая. Я сейчас попробую ее показать, эту дюзу. Не знаю, сфокусируется, не сфокусируется. Телефон даже эту дюзу не показывает, но она очень тоненькая. У него тут вот 5 дырочек буквально вот в этом месте. И все. Ну, может, чуть больше, 6 там, я не знаю. В общем, не суть. Их забивает просто сверху. Накидывает этот нагар сверху, образуется вот такой грибок. Прям углеродного нароста. И этот углеродный нарост форсунка, соответственно, пробить уже не может. Она просто разбрызгивает в разные стороны и все. Но чем чревато? То бишь, если ездить с этим наростом очень долгое время, ну скажем там даже месяц, допустим, грубо говоря, то она забитая, закупоренная вот так получается. Внутри иголка уже не может пробить. То есть она работает уже на выработку, то есть выработка образуется внутри там. И таким образом форсунка приходит в негодность. Вот. То есть мыть такие форсунки уже будет бесполезно. Почему? Потому что они уже будут пропускать на стенде, уже не держит давление такая форсунка. И поэтому, в принципе, ее уже не отремонтируешь, я так думаю. То есть эти форсунки уже не реанимируешь ничем, только ставить новые форсунки. Вот в чем разница. Промывка, то есть получается, она поможет только в том случае, как на ранних стадиях рака. Вот. То есть, если у человека первая стадия рака, он придет, ему чем-то смогут помочь. А если уже запущенный случай, то тут уже ничего не сделаешь. Грубо говоря, вот так вот это все работает. Поэтому данный Везель у меня приехал, у него пропусков не так много.
Сейчас я сканером посмотрел, у него во втором цилиндре 2 пропуска и, по-моему, в первом, что ли, тоже пропуск есть. Вот такой везель уже говорит о том, что, в принципе, у меня есть проблемка уже с пропуском по цилиндру. Давайте делайте мне что-нибудь, уже хотя бы чуть-чуть промывочку можете сделать, иначе скоро будет все намного-много печальнее. Поэтому мы сейчас будем заливать туда химозу. Мыть буду 2 банки также BG, прогонять, и 1 банку 208 через бак. Вот. Мыть можно различными средствами, поэтому кто чем моет. Ну, я говорю, что эффективно работает биджиха. Вот. Ну и сервис-лайновская химия тоже работает, в принципе. Вот. Ну, процесс вот такой. Колба подключается, туда загоняется химоза, и будем мы эти форсуночки отмачивать. То есть в рампу напрямую пробивать их, пробивать химией. Вот. Также сейчас я почищу на этом автомобиле дроссельную заслонку. И я думаю, что мы этот везелек реанимируем. Хозяева говорят, выходила у них ошибка по бедной смеси 2 раза в год. Скидывали ее и дальше ездят. Но вот так вот скидывать по сути нельзя. Загорелась гирлянда, надо заехать в сервис и быстренько сделать нужное дело. Ну, в общем, ладно, буду я работать. Такие дела. Сразу чистим дроссельную заслонку на этом везеле. Заслоночка очень грязная. Вот он коэффициент заедания дроссельной заслонки. Вот он есть. Его надо отмыть. Как бы так. Ну все. В везеле я залил 2 банки биджишки. Все подготовил, подключил. Вот. Подал давление. Везель у нас обычный, вариаторный. И будем сейчас мы по компьютеру мониторить и промывать форсунки данные. Вот, как-то так. Все, завел я везеля. Пробег везеля 71 150 километров. Вот у него есть пропуск, видно. Вот третий цилиндр, 8 пропусков было. Сейчас мы подадим химии. Пусть немножко поработает. И вот они побежали пропуски. Третий цилиндр. Вот идет процесс промывки форсунок на колбе. Вот, сейчас промываем. Чуть даем потом постоять. Еще раз промываем. Ну и так вот это все длится. Можно ли мыть другие форсунки? Да, без проблем. То есть можно мыть любые форсунки таким образом. MPI-ные. Другие Хонды можно мыть, которые не страдают системой GDI. В принципе, у них другие системы различные. Ну, я имею в виду простая форсунка MPI-ная. Все можно. Вот. Но, допустим, на Приусе тоже можно мыть. Даже нужно иногда профилактику такую делать. Потому что бензин у нас грязный. Все это дело засоряется. Чтобы не покупать форсунки, запчасти сейчас дорогие. Вот комплект форсунок на везеля стоит там, грубо говоря, от 30 тысяч там и выше до полтинника. 50 тысяч это оригиналы продаются. Все остальное реплики различного качества. Вот. Поэтому форсы стоят очень дорого. И не факт, что вы их поставите и у вас все будет нормально. То есть заправитесь на заправке и опять через неделю может случиться то же самое. В принципе. Ну, я имею в виду, если забьет снутри форсунки. А снаружи забивает их очень долго, конечно, нагаром вот так. Можно полгода, год ездить. Ну, года хватает где-то, чтобы забить форсы именно нагаром, углеродным вот этим слоем. А так везель, хорошая машина, конечно, но много недочетов ей сделали. Это выжимной подшипник, первая болезнь. Вторая болезнь, это у него форсунки. Вот.
система GDI вот эта долбаная. А так, вот этот везель, допустим, у него одна только проблема. Это выжимной подшипник. Вариатор на нем более-менее надежно сделали. Но опять же, менять масло вовремя надо, не моргать этот момент. Менять раз в 30-40 тысяч километров масло. Максимум до 40, а больше не надо ездить. Вот. Масло заливается в него в робота, говорю, в вариатор. Вот такой HCF2. Ну, в принципе, что еще? Больше тут обслуживать особо нечего. Здесь проблема только одна, это форсунки. Вот. Вот промываю форсунки на везеле. Было пропусков у тебя сколько? По-моему, что-то около 20. Не, больше, 30 да. чем-то было. Ну, сейчас уже почти по нолям. Один по одному. Был, короче, у него первый цилиндр и четвертый. Сейчас тоже в четвертом один остался и в первом один.